избирательная система, которая у нас есть, она, кстати говоря, есть там нечто полезное тоже. Она показала свою опасность и непригодность. В рамках модели и этого проекта президент является главой государства, гарантом строя, но при этом он перестает быть главой исполнительной власти. Попадание туда партии в парламент означает совсем другой качественный подход вообще к формированию политической элиты, оздоровлению ее, омоложению ее. Многие государства, которые мы сейчас видим, будут заинтересованы в том, чтобы поддержать свою партию и создать на нашей территории партию, которую они будут финансировать. И я вам хочу сказать, что некоторые, если думают, что это будет только одна страна, они глубоко ошибаются. Ничего страшного здесь в двух палатах. Ничего страшного. Я предлагал, скажем, сделать в нижней палате 29 человек, а в верхней 11 человек. Это не сильно усилит такую бюджетную нагрузку на это. И тем не менее, ведь сложные структуры могут хорошо работать. Реформирование Конституции Абхазии вновь на повестке дня. Общественные дискуссии ведутся на эту тему много лет. Ничего не меняется, а страна при этом периодически попадает в зону политической турбулентности. На днях рабочая группа по конституционной реформе из 27 экспертов внесла в парламент, по их признанию, компромиссный проект поправок Конституции Абхазии в 4 главы. Что главное, президент не будет руководить исполнительной властью. Эти функции передаются премьер-министру. При этом президент остается главой государства и гарантом Конституции. В статусе верховного главнокомандующего формирует и руководит Советом Безопасности, выносит на утверждение депутатам военную доктрину и определяет внешнюю политику. Параллельно усиливается роль парламента. Сформировать правительство без согласования с депутатами не получится. В рамках модели и этого проекта президент является главой государства, гарантом строя, но при этом он перестает быть главой исполнительной власти. Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет правительство. То есть в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, на координацию действий и на инструменты влияния и воздействия. Таким образом, реализован один из, скажем так, общественных критериев и один из вызовов, который был связан с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и другими системами власти. Парламент – это 45 человек, 45 депутатов. Но в этой концепции, в этой модели парламент качественно меняется. Качественно и количественно, как вы поняли. В рамках системы формирования правительства он получает в этой модели реальные, не эффективные, не декларативные, не декоративные, а именно реальные и такие рабочие механизмы по формированию правительства. В том числе формирование, разумеется, и вопросы влияния, отставки целиком или по отдельности. Свой проект конституционно-правовой реформы политической системы власти Абхазии предложила и Общественная палата. За основу был взят проект, подготовленный и представленный группой юристов в 2013 году. В их проекте глава исполнительной власти также премьер-министр. Парламент единственно наделен полномочиями по выдвижению кандидатуры генерального прокурора, по выдвижению кандидатуры председателя счетной контрольной палаты. Но эти полномочия он и сегодня имеет. По генеральному прокурору единственное отличие в том, что сегодня кандидатуру представляет президент, голосует парламент. В нашем проекте эту кандидатуру представлять будут сами парламентарии. То есть мы даем такие полномочия, чтобы прокурор был независим в своей деятельности, на него нельзя было оказывать на то или иное влияние или давление, то, что может иметь место. Но, тем не менее, все равно серьезные функции остаются за президентом. Единственное, исполнительная власть, то есть экономическая часть, социальная часть, это вот то, чем будет заниматься правительство. Оно уходит в ведение самого правительства, как и органы исполнительной власти, и, соответственно, подотчетно будет полностью парламента. Но президент может
выйти в парламент с представлением об освобождении премьер-министра, либо члена кабинета министров, но решение об этом, конечно, будет принимать парламент. Президент такую возможность имеет всегда. То есть там, что понималось, очень важно, возникает определенный баланс ответственности с одной стороны. Вот, эта ответственность повышается. Почему она повышается? Во-первых, члены кабинета министров и премьер-министра понимают, что при неудовлетворительной работе их по вотуму недоверия могут освободить от занимаемой должности. Вот просто решением парламента, с одной стороны. С другой стороны, сам парламент тоже несет определенную ответственность, понимая, что если он в установленные сроки и порядки не сформирует правительство, президент может отправить такой парламент в отставку и назначить новые выборы. С третьей стороны, сам президент определенные полномочия отдает парламенту, с одной стороны. С другой стороны, он всегда понимает, что он может подвергнуться процедуре импичмента. И это в какой-то степени тоже обязывает его соблюдать законы, не превышать полномочия и так далее. Мы же описываем ситуацию, да, вот как оно работает вообще, в принципе, в тех системах, которые есть, вот именно смешанные системы в мире, которые работают в других странах. Как известно, идеальной модели избирательной системы не существует. В мире множество разновидностей избирательных систем, но базовыми остаются мажоритарная, которая действует у нас сегодня, и пропорциональная. Для авторов концепции от Общественной палаты принципиальный вопрос – это переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент. С этого надо начинать, считают авторы проекта. Смешанная система – это когда часть парламента избирается по одной избирательной системе, а часть по другой. Усиливается роль политических партий. Попадание туда партии в парламент означает совсем другой качественный подход вообще к формированию политической элиты, оздоровлению ее, омоложению ее. Это с одной стороны. Почему? Потому что сегодняшние партии, мы знаем, как функционируют, какие задачи перед собой ставят. Практически мы не видим их активную работу. Это прежде всего мы связываем с тем, что они не участвуют полноценно в политическом процессе. Они не участвуют в формировании правительства, они не участвуют конкретно в работе в парламент, хотя по закону они имеют право выдвигать по одномандатным округам своих кандидатов. Но этим правом они тоже не пользуются, так как не считают это эффективным. В случае перехода на смешанную систему роль партии возрастает. Возрастает она прежде всего потому, что партии начинают между собой конкурировать за право попадания в парламент. И вот тут очень важный момент. Попадают они в парламент по открытым партийным спискам, по общереспубликанским, общенациональным, общегосударственным, как хотите называйте. Это означает то, что конкретная партия будет выбираться по открытому списку по всей Абхазии. Это будут общие участки, на которых будут голосовать за партию и ее список. То есть избиратель будет видеть, каких людей предлагает партия, их уровень развития, так скажем, их образованность, их опыт, их знания. Совершенно верно. И тут вот двойной подход. Партия идет с определенной программой, то есть она выдвигает идею, с которой она идет в парламент, и для того, чтобы и способы ее реализации. Но мы понимаем, что этого может быть недостаточно для определенной категории избирателей. Конкретно многие избиратели хотят видеть людей, которые будут реализовывать те или иные идеи и те или иные задачи, которые ставит эта партия. Поэтому очень важно, что в этом списке будут люди, и избиратель будет видеть конкретных людей. Если эти люди соответствуют их параметрам, значит партия имеет шанс попасть в парламент, более того, получить большинство, либо меньшинство, неважно. Еще одним важным моментом, о котором мало говорится, это то, что пропорциональная система позволяет попадание в парламент не только кандидатам или партиям, получившим большинство, но и тем, кто получил меньшинство. При нынешней системе это исключено. Наличие в парламенте всех представителей всех политических сил, и оппозиционных, и провластных, и центристов, если таковые будут, позволяет как раз улучшить качественную работу парламента, подойти более ответственно к принятию решений, потому что решения будут принимать консенсусно. Даже если, допустим, большинство будет продвигать какие-то свои идеи, которые не будут поддерживать меньшинство, есть способы, при которых они могут договориться и прийти к общему знаменателю. Это опыт других стран, в том числе и тех стран, которые количественно, можно сказать, считаются малыми странами. Если все продумать, подойти к этому взвешенно
и понимать, что именно пропорциональная система является самой сбалансированной. Избирательная система, которая у нас есть, она, кстати говоря, есть там нечто полезное тоже. Она показала свою опасность и непригодность. Это означает, что мы уже должны оценить это, что это опасно. Избирательная система, по которой мы избираем, это опасно. Стало быть, нужно создавать другую систему. Значит, это опыт. Этот опыт получает нас, что он не годится, он опасен. Значит, нужно совершенствовать. Вы, когда, скажем, не дай бог, но заболели, вы же принимаете меры, чтобы избавиться от этого заболевания. И более того, заболевание получает вас, чтобы вновь не заболели. Какие меры вам нужно будет принимать? Коль скоро эта практика избирательной системе оказалась непригодной, а почему же мы ее дальше продолжаем? Баталта Пагуа много лет возглавлял Центральную избирательную комиссию, был депутатом парламента и не раз принимал участие в работе комиссии по конституционной реформе. Он сторонник мажоритарной системы выборов, поскольку она предполагает непосредственную связь избирателей со своими кандидатами, а голосование по партийным спискам их обезличивает. Баталта Пагуа не исключает, что со временем могут появиться партии при внешней финансовой поддержке. Я за мажоритарную систему, потому что она выражает реальные, если я скажу, может, будет это громко, значит, пафосно, но реальные чаяния будут отражать наших людей. Я не могу сказать, что партии не будут отражать, возможно, и так далее, но это конкретно люди, которые избирают, это люди в селе, в городе, где избирают, и для нашего народа, для абхазского народа, это определенная защита. Я считаю, наша защита – это закон о запрете продажи жилья, мажоритарная система – это те вещи, как бы, на которых как бы, мы должны все время держаться. Возможно, лучшего всегда есть. Возможно, какие-то депутаты будут гораздо умнее, значит, более просвещенные, но главное от абхазского депутата требуется одно – искреннее, человечное отношение к своему народу, к своей стране. Вот главный фактор. Да, нужны знания, нужно образование и так далее, но я вам хочу сказать, что главным приоритеты вот эти для нашего народа. Баталта Пагуа убежден, что нужно вернуться к обсуждению проекта реформирования основного закона, подготовленного экспертами в бытность президента Аслана Бжаня, за исключением первого пункта. Напомним, по нему упраздняется кабинет министров, соответственно, и должность премьер-министра. Министры подчинены президенту, а назначаются по согласованию с парламентом. Президент получает право распуска парламента, если депутаты отклонили представленные им кандидатуры министров трижды. Там должности премьер-министра не было. Значит, эти функции, так как исполнительную власть возглавляет президент страны, эти функции должен был на себя взять президент, как глава государства. Вы знаете, как раз-таки та рабочая комиссия пошла по тому принципу, что это формальности. Значит, многие наши граждане не знают, как в Конституции записан должность премьер-министра. Премьер-министр по нашей Конституции, по-абхазски, это апыза-министр. Это старший министр. Это не классический премьер-министр, как в тех странах, где парламентская система, где премьер-министр является главой исполнительной власти, но фактически его партия возглавляет парламент тоже. Понимаете? И при мажоритарной системе это не будет. И вот в том варианте, который предложили вот сейчас, но это же сущая, значит, такая,
знаете, белыми нитками шитое, где написано, что парламент, если отказывает кандидатуру президента, которую он предлагает, потом сам будет формировать. Ну, глупость какая. Понятно, что парламент будет все время отклонять то, что говорит президент. Президент становится формальной фигурой, которая, извините, там значки вручает. Там, значит, большие вопросы, что в Совбез он будет возглавлять. Ну, слушайте, этот вопрос у нас в комиссии... Если в парламенте большинство от... Найдется большинство. И из числа как бы этих депутатов они будут министрами и так далее, и так далее. Ну, это, послушайте, ну, это что, на это кто-то как бы нормальный человек это не понимает, что ли? Нет, вы поймите правильно. И если мы даже что-то меняем, эта система, кто-то хвалит, кто-то ругает, я не знаю почему. Слушайте, если мы идем, сносим президента, значит, я извиняюсь, перевороты устраиваем, при чем тут Конституция? Что очень много полномочий дано президенту? Да, очень много полномочий, никто не говорит. Но предлагается мягкий вариант, чтобы парламент утверждал правительство, министров. И в любой момент он мог отклонить любую кандидатуру. Вот мы сейчас, вот в этой рабочей комиссии, которую возглавлял Беслан Викторович, у нас есть небольшая группа вместе со мной. Мы предложим сейчас парламенту, спикеру парламента, я вчера говорил, мы отправим. Наш вариант будет вот такой, что будет премьер-министр. То есть, если, например, Наталья Нуриевна, кстати, сама она хотела, чтобы был премьер-министр, но мы решили, все, кто там был, отказались от премьер-министра. Но я вижу, как бы, ну, раз есть такая необходимость, вот наша группа, мы предлагаем, премьер-министр остаются члены правительства, которых будут утверждать парламент по предложению президента. А с должностью премьера как? То же самое. Премьера тоже он будет предлагать. Президент будет предлагать премьер будет предлагать, с кем он будет работать президенту, они согласовывают этот вопрос и предлагают парламенту. Если парламент не утверждает, ну, значит, новые кандидатуры. Впрочем, в нашем обществе немало сторонников парламентской формы правления. Один из них – известный общественный деятель Алхас Тхагушев. Выступая в парламенте, он вновь подчеркнул, что реформирование Конституции – реальный шанс уйти от политических кризисов. Абхазия предвоенную ситуацию не менее сложную. Когда мы были в состоянии пресловутых 17%, я думаю, что здесь, наверное, даже молодым людям не нужно объяснять, что это было за состояние для нашего народа. Вот. Мы выиграли и это тоже. И мы были в состоянии выиграть предвоенную и войну, будучи парламентской республикой. Наша новейшая история, если мы ее вот так рассмотрим, она же недалекая, да? Там пара-тройка десятилетий, их несложно как бы взять, сопоставить факты. Вот, поэтому я предлагаю не заниматься как бы гаданиями, да, на кофейной гуще, а прийти к научному такому подходу. Циферки просто берем и считаем. Давайте посмотрим после того, как у нас была принята президентская форма правления, которая, кстати, тогда была названа, обозначена как временная, как переходного периода. Если кто-то забыл, можно вспомнить архивные материалы, поднять, и там об этом говорилось явно. То есть там, здесь уже вспоминали о людях, которые, как Зураб Ачба, сказали о явных изъянах этой модели, к которой мы переходили к фактически царской власти. Понимаете? Но там не говорится, не сказано было, что тогда это тоже было обозначено, что это ситуация типа момента, мы не знали. Возможно, это была бы хорошая находка. В Абхазии на народном сходе мог любой крестьянин выйти и сказать свое слово. Его слушали, если он имел какую-то репутацию, его слушали. Слушали князья, дворяне, все слушали. Это наш исторический код. И если мы говорим шире, не говорим об абхазах, а говорим о гражданах Абхазии, я вам скажу, что, на мой скромный взгляд, и русские, и армяне, и греки, и грузины, и так далее, живущие в Абхазии, отличаются от тех, которые живут где-то там. У нас есть какая-то некая общность. Я в это верю, я это чувствую, понимаете? Поэтому я считаю, что нам не нужно себе навязывать какой-то внешний, совершенно исторически чуждый нам код.
Не надо этого делать. Вот мы начали это делать, и давайте посмотрим, давайте проследим ретроспективно, опять же, не заклинаниями, да, а вот научный подход такой. У нас очень мало президентов, да. Владислав Григорьевич Ардзинба. В конце его правления мы знаем, в какой клинч вошел наш парламент с Владиславом Григорьевичем. Когда законы президентом не подписывались, я думаю, если у кого-то короткая память, можно освежить, но это на самом деле наша история. Вот уже при первом президенте, которого я безмерно уважаю, мы все его чтим память и так далее, мы видим, что это человек, который его свершение, его главные свершения, то, что он смог сделать перед войной, это, конечно, подвиг, который никто никогда не перечеркнет, и мы все знаем об этом. То, что случилось во время войны, это тоже подвиг. Этот человек это делал как председатель Верховного Совета. Во время, когда Абхазия была в парламентской форме правления, между прочим. И вот у нас первый президент, и уже случается клинч. Сергей Васильевич Багапов, второй президент, Царство Небесное, значит, безвременно ушедший, он на волне признания России, он переизбрался. Что было бы там дальше, мы не знаем, но человек действительно талантливый, одаренный политик, который мог компромиссы, значит, создавать на ходу, мог договариваться с людьми и так далее, таланты. А все остальные президенты, давайте перечислим, их же не так много, потому что, мне кажется, мы как бы, знаете, в 3 соснах потерялись. То есть мы за 3 соснами леса не видим. А почему не видим, я вообще не могу понять. То есть это же несложная арифметика. Александр Золотинский Чанквап, как он закончил свое президентство? А Рауль Джункович Хаджимба, Аслан Георгиевич. Что еще нужно здесь сказать в этом зале для того, чтобы указать, что это ущербная форма правления? Пардон. Понимаете? У нас ни один президент нормально не может досидеть до своего 2-го срока и вообще на 2-й переизбраться. Понимаете, и каждый раз эти кризисы у нас из перманентных, они в системные перерастают. Наши предложения, как раз они заключаются в том, чтобы парламентаризм поддержать, чтобы часть полномочий передать, но, опять же, здесь тоже Хама об этом говорила, да, о том, что среди нас, такие как я, например, есть люди, которые убежденные сторонники парламентской формы правления. Когда мы начинали работать, мы такой вариант тоже рассматривали. Причем мы взяли за основу проект, который был подготовлен группой юристов еще в 2013 году. Вот. И эти же юристы принимали участие, кстати, в составе рабочей группы, которая при парламенте работала. Но в процессе обсуждения мы все-таки пришли к тому, что нам больше подходит президентско-парламентская форма правления, то есть с определенными сильными полномочиями президента. Учитывая наш вообще исторический опыт 30-летний, в котором мы, в принципе, в абсолютно президентской форме правления находимся, и резкий переход на парламентскую республику, на наш взгляд, показался такой, будет, может быть, даже болезненным и может привести больше, может, отрицательного, чем положительного. Ну, мы там были ряд обоснованных таких предметных вот обстоятельных разговоров, которые нас к этому привели. Поэтому мы посчитали, что переход на такой вот на смешанную систему, мы если говорим уже о президентской парламенте, более мягкий. И в конце концов, если, допустим, говорить о переходе в парламентскую, то в будущем, если такая необходимость возникнет, и мы будем готовы к этому, почему бы и не обсуждать этот вопрос тоже. На сегодняшний день мы посчитали, что это исключено. Конституцию вот в том варианте, в котором есть, готовил Астамурабба. То есть это главный юрист. Другой вопрос, что остальные значит, обсуждения некоторые определенные были, но готовил он. Значит, помогали Анна Михайловна Джергения. Ну, и мы тоже перманентно принимали участие в некоторых моментах, связанных с этим делом. И меня вообще очень удивило, что там кто-то из интервью там сказал, что это временное, значит, временно было написано эта Конституция, что оно временного характера. Таких вещей не было. Я не знаю, откуда это берут. Может, кто-то там в уме у себя так имел в виду, но я первый раз слышу по поводу временно написанной Конституции. Ничего временного там не было. Если вы поднимете протоколы заседаний тогдашние, ну, документы есть и так далее, там и голосование проходило, насколько я знаю, единогласно, и никаких споров или вопросов не было.
Сегодня почему-то вот тема такая ходит, что вот делали там под кого-то конституцию. Ни под кого ничего не делали. Это один из вариантов конституции, который существует в мире. Абхазцы его не изобрели. Другой вопрос, что ее подготовили именно под нашу страну, считая, что это неплохой вариант. И вы знаете, я могу со многими пополемизировать по поводу того, она плохая или хорошая. Ну, слушайте, некоторые ссылаются на то, что определенные события, проходившие в Абхазии, связаны с этими всякими переворотами, что в этом виновата Конституция. Бред. Понимаете? У вас могут быть швейцарские часы, которые работают отлично, но молотком вы можете поломать его, и он не будет работать. Причем тут Конституция, если мы себя ведем как бы и так далее. Если кто-то думает, что мы напишем другой закон, будет другая система, и мы обезопасим себя от каких-то, я извиняюсь, неправильных действий наших сограждан, но это смешно, по крайней мере. Мы с вами должны понимать, какие могут быть метаморфозы происходить и с парламентом тоже. А кто сказал, что президент, который приходит, ему начинает сносить голову, а когда парламенту дадут большие функции, что у них вообще все будет нормально? Кто-то это знает? Нет, никто не знает. А я вам скажу, что будет. По крайней мере, мое видение, не могу ошибаться. Пойдет борьба за власть портфелей. Если, по крайней мере, президент, когда идет президентское кресло, ваша партия, его партия, чья-то партия поддерживали, и они сказали, мы хотели бы, чтобы вот этот человек был министром, там и так далее. А там пойдет другая ситуация. Там депутаты парламента будут говорить, а мы не будем голосовать, если вы не выдвинете кандидатуру такого-то человека. Но все равно пойдет конкурентная среда. Тогда он может сказать, пожалуйста, а он имеет такое образование, знания и так далее. И так появится люфт людей, которые сегодня мы, может быть, не знаем, которые как бы просто так не могут попасть в правительство и так далее, которые туда придут. Какой порядок формирования правительства в концепции Общественной палаты? Президент вносит кандидатуру премьер-министра на утверждение депутатами. Если парламент ее не утверждает, то инициатива выдвижения кандидата переходит к парламенту. Если депутаты не могут принять решение, то инициатива вновь переходит к президенту. Если кандидатура президента снова не поддерживается депутатами, то президент вправе распустить парламент. Предлагается вот такой взаимный баланс ответственности. После предъявления вотума доверия не менее чем через год правительство может выразить вотум недоверия. В случае, если правительство будет не справляться, либо отклониться от той программы развития, которую они представили. Это такой своего рода механизм, по которому будут понимать, как правительство в целом, так и отдельного министра они могут отправить в отставку. Такие рычаги у них появляются. Вот. Там есть еще второй порядок формирования Кабмина. Это в случае, если, допустим, кандидатура президента по председателю правительства и Кабмину не будет поддержана в парламенте по тем или иным причинам. Ну, бывают разные ситуации. И в том случае в течение 14 дней парламент самостоятельно должен представить кандидатуру, проголосовать за него, и президент такой парламент, вернее, такое правительство принимает, подписывает указ о его назначении. Есть там еще и третий, но если по каким-то причинам, мы же понимаем, что в парламенте будут представлены по нашему представлению разные политические силы, которые могут не договориться по кандидатуре премьер-министра и, соответственно, не сформировать в установленный 14-дневный срок Кабмин. В таком случае президент имеет уже третий порядок формирования правительства, при котором он повторно выдвигает кандидатуру премьер-министра, они приходят в парламент, все по той же процедуре, и уже при третьем порядке парламент предоставляет вотум доверия такому правительству. В случае, если он не предоставляет, президент имеет право распустить парламент и назначить выборы. То есть мы сохраняем за президентом очень важные функции контроля, то есть он стабилизирующего фактора. В случае, если, допустим, по каким-то причинам не удалось сформировать Кабмин и парламент препятствует этому, то он отправляет парламент в отставку. В то же время парламент обладает правом предъявления импичмента президенту. Это как бы взаимный такой баланс ответственности возникает. Эти процедуры тоже четко регламентированы должны быть.
И это не такая простая процедура, она там несколько ступеней предполагает. Но тем не менее, этот механизм должен работать. Парламент знает, что у него есть возможность выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Будет ли он пользоваться этим и не будет ли каждый раз отвергать фигуру, предложенную президентом? Если мы говорим, о парламенте, который будет выбираться по смешанной системе, в котором будут присутствовать политические партии, то такая возможность вероятна, конечно, но она минимальна, она маловероятна. Почему? Потому что, как я сказал выше, в этом парламенте будут представлены разные политические силы, которые могут не сойтись в кандидатуре премьер-министра. Это не так просто договориться о кандидатуре премьера и членов кабинета министра, чтобы как-то таким образом взять на себя, грубо говоря, перетянуть одеяло на себя и лишить возможности президента. Это очень сложная процедура. Она, как правило, этот механизм создан для того, чтобы как-то избежать какого-то кризиса в случае возникновения политического кризиса между президентом и парламентом, скажем, в какой-то момент. Но, как правило, в спокойной, нормальной обстановке по первому принципу формирования всегда формируется парламент, то есть по первому этапу все заканчивается. Переход к смешанной системе выборов в парламент предполагает увеличение количества депутатов до 45. 30 избираются по партийным спискам, 15 в одномандатных округах. На фоне раздутого госаппарата этот пункт вызвал критику в обществе. Но это не просто механические цифры, говорят авторы проекта. И вот почему. Это концептуальный подход, который имеет обоснование. А именно, если переходить на смешанную систему, именно из расчета 45 человек эта система может эффективно работать. При 35 человеках эта система не будет так эффективно работать, потому что представительство партии будет там недостаточным, я имею в виду в количественном отношении. Потому что в парламенте будут зарегистрированы фракции, которые каждая партия будет представляться фракциями, и членство во фракциях должно, как правило, быть не менее 5-7 человек. Если это будет 2-3 человека, соответственно, эффект от работы этих партий внутри парламента тоже будет минимальным. Поэтому мы написали 45. 30 мандатов мы отдали пропорциональной системе, а 15 мы сохранили за мажоритариями, укрупнив, как я говорил выше, округа по всей республике. Но при этом, естественно, и обсуждается вопрос, связанный с 35 человеками, то есть оставить как есть. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вариант. Я имею в виду отнестись к этому тоже положительно, если, по крайней мере, будет обосновано и необходимость в этом будет так высказана, и мы, конечно, это примем, естественно. Нынешняя избирательная система позволяет политическим партиям выдвигать своих представителей во всех округах, напоминает Батал-Тапагуа, но включаются партии в этот процесс неохотно. У нас в законе в свое время о выборах было написано, что политические партии не имеют права выдвигать своих кандидатов не более 1/3. То есть они могли выдвигать, предположим, условно 11 или 12, сейчас помню, депутатов, не больше в округах. Вот одна партия имела право выдвигать только в 11 округах. Понимаете? В 11. Так вот, на сегодняшний день этот закон был изменен. Убрали эту проблему. А знаете, почему это было внесено не более 1/3? Знаете почему? Чтобы одна партия не взяла бы полностью власть в свои руки. Вот почему это законодатель учел. Так вот, мы пошли дальше, убрали это, потому что партии возмущались, что вот у нас есть ограничения и так далее. Убрали это. Сегодня партии могут выдвигать своих лидеров в 35 округах. В 35 округах, пожалуйста, выдвигайте. Выдвигайте. Послушайте, надо получить доверие от этих партий. А по поводу компетенции. Я в этом плане с вами, знаете, как вам сказать, сегодня это большая полемика. Вы знаете, очень опасные, образованные, умные люди, но у которых, не хочу никого исправлять, циничные и бесчеловечные. А вы не боитесь получить очень грамотного, образованного человека, не имеющего никакой, скажем, такой
прививки национальные, не интересов своей страны, а у него могут быть другие интересы. И что с вами тогда будет? Об этом кто-нибудь думал? Ведь наша задача заключается в этом. Мы маленький народ, мы должны сохраниться. А я боюсь, чего я вам скажу. При пропорциональной системе однозначно в наши выборы почти откровенно, может даже не откровенно, будут вмешиваться наши соседи. Многие государства, которые мы сейчас видим, будут заинтересованы в том, чтобы поддержать свою партию и создать на нашей территории как бы партию, которую они будут финансировать. И я вам хочу сказать, что некоторые, если думают, что это будет только одна страна, они глубоко ошибаются. Их будет несколько, поверьте мне. И еще неизвестно, будет ли партия, предположим, дружественной стороны, придет ли она к власти. Это тоже может стать большим вопросом. И маленькая Абхазия превратится в арену разборок крупных игроков, используя нас, вас, меня и так далее. И не потому, что ни вы, ни я, не патриоты, мы с вами как бы патриоты, но нам вот сюда так красиво вложат, что мы с вами здесь друг друга передушим. В одном из интервью нашей программе директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба поделился своей идеей о двухпалатном парламенте, состоящем из Нижней и Верхней палаты. В Нижнюю палату избираются депутаты по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе выборов. В Верхнюю палату или Сенат избираются иначе, из числа известных и уважаемых людей, профессионалов в своем деле из разных сфер, не моложе 40 лет. Члены Сената обладают правом законодательной инициативы. Но все-таки, если посмотреть на наш золотой парламент, да, посмотреть на него, и наш нынешний парламент, все-таки разница есть, правда же? На уровень, да. Уровень разный. Вот. Я, опять же, участвовал в этом процессе, мне было интересно, как политологу интересно участвовать. Я понял, что критерии не такие, которые должны там быть. Но если такие важные люди, как Сократ Джинджоли, там в свое время, значит, очень известные люди, они не прошли этот цензус, да? А прошли люди, которые просто вот хороший парень с улицы, понимаете? Он прошел, скажем, да? Вот это, конечно, это удивительно, конечно, но это у нас факт нашей жизни. Порой не очень грамотному человеку, который может изложение или там диктант на русском, на абхазском без ошибок не напишет, да, поручать законы создавать, которые будут действовать в нашу судьбу нашей страны. Знаете, как-то это безответственно тоже. Вот. И здесь должен быть какой-то другой ценз какой-то, мне кажется. Как нужно это изменить? Я думаю, что есть возможность, но просто, опять же, никто этим не занимается. У нас люди не хотят ничего менять, к сожалению. Реформы необходимы любому обществу. У нас их нет. Они иногда говорят, некоторые руководители, но их не проводят. Вот там тоже необходимо поменять принципы составления нашего депутатского корпуса. И вот почему я пришел к идее о том, что она не только моя идея, это люди, разные люди высказывают такие идеи, для того, чтобы был все-таки некоторый сенат. Вот, допустим, мы все вот такой же консенсус, что необходима смешанная система, да, пропорциональная мажоритарная система, чтобы выбирались не только по мажоритарному принципу, но и по партийным спискам. Это очень важно, чтобы наше общество было более, так сказать, представлено. Вот, допустим, у нас нет ни одного русского в парламенте. Это нехорошо, это плохо. Однако вот в обычных условиях ему трудно будет, имея такие ресурсы, правда же, выиграть выборы. Очень трудно. И поэтому вот наши партийные списки могут по-другому своих представителей формировать, уже по этническим каким-то соображениям, каким-то гендерным, скажем, женщин, чтобы больше в парламенте и так далее. Вот. Там больше свободы, больше, как сказать, представительства народа. Но вот кроме этого, это для нижней палаты. А вот верхняя палата должна была выбираться по другому принципу, я считаю. Может быть, либо выборщики, либо собрание регионов. Скажем, у нас 7 регионов в Абхазии, да, вот каждый от них наиболее уважаемые люди, скажем. Такие сенат означает старый, да, то есть не важно, чтобы обязательно 100-летний был, а все-таки это человек, который умудренный опытом. Опыт нельзя купить. У человека молодого, причем как сказать, силе его, энергии, у него опыта нету. А здесь необходимо люди наиболее бывшие политики, бывшие, значит, ученые, писатели,
Вот, не знаю, такие уважаемые люди, да, представители колхозов таких, да, таких крепких, скажем, да, которые знают, что такое сельская жизнь. Вот. Чтобы они были уже фильтром для решений Нижней Палаты. Чтобы они имели право вето. Либо поддерживали законопроекты, либо их все-таки дорабатывали, перерабатывали. Мне кажется, этот такой контрольный орган над Нижней Палатой, мне кажется, необходим. Учитывая, что это не золотой парламент, далеко. К сожалению, большому. Таких людей у нас немало, я вас уверяю. Которые не смогут, если будут выбираться, они не смогут попасть. В обычном порядке нереально, просто нереально. Владислав Арзинба. Избрали бы его сейчас. Вопрос. И в России двухпалатный парламент. В США двухпалатный. Во всех странах, во многих странах. А в Абхазии что это такое? Что такого страшного здесь? Двухпалата. Ничего страшного. Я предлагал, скажем, сделать в Нижней Палате 29 человек, а в Верхней 11 человек. Это не сильно усилит бюджетную нагрузку на этот. И тем не менее. Ведь сложные структуры могут хорошо работать. Эту идею глубоко не изучал, зная о том, что в некоторых странах эта система работает, двухпалатного парламента. Она есть и в странах небольших по количеству. Вот. Интересная идея, над которой нужно поработать, насколько она подходит. Потому что порядок формирования, очень важный порядок формирования Верхней Палаты парламента, кем он будет представлен, какое это будет представительство и какие полномочия оно будет иметь. Если это будет своего рода такой балансированный и, так скажем, обладающий определенным правом вето на какие-то конституционные решения, возможно, этот вариант тоже подлежит рассмотрению, изучению. Мы должны все рассматривать, все, что может принести нам пользу. Естественно, конечно, не навредить. Самая главная задача — не навредить. Но стоять на месте мы тоже не можем. Надо двигаться вперед. Полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба считает, что при переходе к парламентской форме правления вся власть может сосредоточиться в руках главы правительства. При этом, по его словам, ни одна форма государственного правления не является идеальной и не может гарантировать политическую стабильность. Одно из самых больших заблуждений как в конституционном праве, в политологии, является то, что в парламентской республике власть принадлежит парламенту. По этим поправкам предлагается от сегодняшней президентской формы правления перейти к парламентско-президентской. По сути, вся власть, а именно власть это исполнительно-распорядительная, принадлежит правительству, то есть лидеру политической партии, либо лидеру политической силы, которая будет обладать большинством мест в парламенте по этой модели. Взаимоотношения между парламентом и правительством будет строиться немного по иной модели, на мой взгляд. Это будет взаимоотношения как между генеральным штабом и солдатами. Просто генеральным штабом будет правительство, а депутаты будут солдаты, которые будут реализовывать его политическую волю. Если мы посмотрим на те страны, где парламентская форма правления или даже парламентско-президентская, то мы все знаем, кто является премьер-министр, но мы не знаем, кто там вообще, даже по-настоящему, кто является спикером. Потому что вся власть в руках исполнительной власти. Это, если даже президент ограничен там, 2 сроками, то есть сроки могут быть разной продолжительности, но там, где парламентская форма правления либо смешана, глава исполнительной власти, премьер-министр, он не будет ограничен какими-то сроками. Вот пока его политическая сила может под разными предлогами выигрывать выборы, власть и будет сосредоточена в этих руках. Соседняя страна, яркий тому пример. Да, и не всегда изменение формы правления, переход к парламентским началам является средством от политических кризисов. К тому же наглядный пример Украина, когда от президентской формы перешли к парламентско-президентской, и эти кризисы нескончаемы были. Ни одна форма правления не является средством избежания политических кризисов. Таких гарантий действительно никто дать не может, но мы должны понимать и, опять же, обращаться к опыту других стран, как это происходит в других странах, я имею в виду в странах цивилизованных. Как раз вот наличие сильных партий в парламенте
И вот наличие парламента, который качественно будет другим, допустим, да, вот именно вот где будут представлены все политические силы, позволит перенести вот эти все противоречия и все конфликтные ситуации в стены парламента для того, чтобы там внутри парламента уже политические силы, которые имеют разногласия между собой, могли урегулировать все эти вопросы там цивилизованным путем, не допуская досрочных отставок президента, не допуская там насильственных каких-то действий. То есть это такой вот переход на цивилизованный подход. Мы должны к этому прийти, у нас другого выхода и нет. Мы видим, что у нас трижды происходила смена власти, как она происходила. Мы никаких выводов, к сожалению, не сделали. И по сути сегодня мы опять же говорим, что у нас система работает нормально. Выборы, избирательную систему менять не надо, ничего менять не нужно. Я думаю, что мы давно назрели к тому, чтобы проводить реформы. Все комиссии по конституционной реформе, работавшие в разные годы, стремились к одному – создать баланс власти, ужать неограниченные полномочия президента и повысить роль парламента в процессе формирования исполнительной власти. Только так можно уйти от политических кризисов, уверены разработчики законопроектов. Возможно, в этот раз какие-то изменения и произойдут.